В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Продолжается официальный визит президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику. Накануне Рауль Хаджимба и президент Сирии Башар Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Завтра в ходе визита также планируется подписание межправительственного соглашения по созданию совместного Сирийско-Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству и межправительственного соглашения в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества. А сегодня президент в сопровождении министра высшего образования Сирии Атефа Наддафа, командующего Южным военным регионом генерал-майора Марвана Харири и почетного караула возложил венок в цветах флага Республики Абхазия к мемориалу погибших военных Сирийской Арабской Республики. Репортаж из Сирии Налыкова. Президент Рауль Хаджимба в сопровождении министра высшего образования Сирии Атефа Наддафа, командующего Южным военным регионом генерал-майора Марвана Харири и почетного караула возложил венок в цветах флага Республики Абхазия к мемориалу погибших военных Сирийской Арабской Республики. Могила неизвестного солдата является военным мемориалом, посвященным сирийским солдатам, павшим во время сражений. Мемориал представляет собой купол, символизирующий Вселенную подаркой, которая в свою очередь является символом победы. Президент также посетил музейный зал под куполом мемориала, где ему и членам официальной делегации Республики Абхазия провели экскурсию. Глава государства оставил памятную запись в книге почета. Часть этого храма стал. Затем Рауль Хаджимба и делегация посетили знаменитую мечеть Амиядов, которая насчитывает более 1300 лет. Мечеть Амиядов, также известная как Большая мечеть Дамаска, одна из крупнейших и старейших мечетей в мире. Расположена в одном из самых священных мест в старом городе Дамаска. Мечеть представляет собой большую архитектурную ценность. Затем Рауль Хаджимба и члены делегации направились на местный базар. Стоит отметить, что местные жители очень тепло встречали президента, и некоторые из них вручили президенту памятные подарки. Спасибо. Мира вам. Президент Рауль Хаджимба и члены абхазской делегации посетили и другие достопримечательности одного из древнейших городов мира. На Алакове Алексея Гухава, Дамаск, Сирийская Арабская Республика. Недавно в результате очередной перегруппировки сил абхазской оппозиции создано еще одно объединение – общенациональное движение по защите государственности. Организован и штаб движения, который возглавил Михаил Логуа. Сегодня он рассказал журналистам о цели новой организации и способах ее достижения. Репортаж Ренаты Шакая. Для координации совместной деятельности входящих в движение организаций по инициативе политических партий и общественных организаций был создан штаб. Его руководителем избран Михаил Логуа, по словам которого цель создания движения – достижение последовательного экономического и социального развития страны. Это будет площадка, да, чтобы мы не на улицах, не на митингах, да, выясняли отношения и объясняли друг другу свои цели, задачи, да, и свои предпочтения политические. Все это можно сделать за круглым столом. Журналисты спросили Михаила Логуа, от кого и как они собираются защитить государственность Абхазии. Я не понимаю, что такое защита государственности Абхазии. Расскажите. Надо просто иметь гарантии того, что нынешний президент не будет выставляться на новый срок. То есть мнений много. Сколько людей, столько мнений. И мы вот в этом союзе, да, силы, представленные в этом союзе, я повторюсь, штаб – это орган организационный, координационный.
конечно, со своим мнением. Я как начальник штаба его выражаю, мнение всего штаба, на этих же советах. Михаил Логу отметил, что все высказывания о предстоящих неправомерных действиях оппозиции и несанкционированных митингах являются недостоверной информацией. Да, мы заявляем о том, что считаем необходимым для достижения той же цели, чтобы президент добровольно, досрочно ушел в отставку, но именно добровольно и именно в рамках законов Конституции и законов Республики Абхазия. Ни один человек из входящих в Союз, это наш принцип, это не подвергается никакому сомнению. Если кто-то и заявлял о каких-то датах, о каких-то других действиях, то это были люди далекие от нашего движения. Михаил Логу заявил, что на следующей пресс-конференции членами движения будет представлена концепция их видения дальнейшего развития государства. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. 5 и 6 сентября в Абхазии организованы Дни ингушской культуры. Проект призван познакомить жителей нашей страны с национальными песенными и хореографическими композициями ингушского народа, с уникальными обычаями и природными богатствами, историко-культурным и художественным наследием Республики Ингушетия. Перед открытием Дней ингушской культуры в Абхазии министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия встретилась с министром культуры и архивного дела Республики Ингушетия Марет Газдиевой. Эльвира Арсалия убеждена, что этот масштабный проект даст возможность жителям Абхазии посетить мероприятия разной творческой направленности. Мы рады приветствовать вас в нашей республике. Очень рады, что вы выбрали нас страной своего интереса, потому что эти дни с большим успехом, я знаю, прошли и во многих европейских странах, в странах Азии, в субъектах федерации проходят. И нам самим очень интересно посмотреть, проследить какие-то параллели наших культур, увидеть какую-то разницу для себя, открыть новые имена. Я уверена, это начало какого-то интересного пути. Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия Марет Газдиева отметила, что творческая делегация Ингушетии за дни мероприятия постарается продемонстрировать абхазскому зрителю весь колорит ингушского народа. Мы постарались привести не полный формат, но тем не менее это и изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство. Как всегда, интерес вызывает и национальные традиционные костюмы, поэтому национальный костюм занимает свое место. Выставки книжных изданий, которые могут быть интересны зрителю. И если будут такие заявки, мы сможем и подарить, и представить эти экземпляры для пополнения вашей библиотеки. В рамках проекта в Абхазском государственном музее открылась выставка произведений изобразительного искусства известных ингушских художников. Полотна рассказывают о быте, культуре и истории ингушского народа. Мы на выставке представляем живопись известных живописцев Республики Ингушетия, среди которых известный ряд имен. Это второе поколение ингушских художников, которое зародилось у нас в начале 1970 года, которые на сегодняшний день творят во благо нашей республики и продолжают свой творческий путь. На выставке также были представлены книжные издания краеведческой литературы, повествующие об истории, этнографии и культуре Ингушетии. Помимо того, в экспозицию вошли и коллекции национальных костюмов и атрибутика, выполненная из драгоценных тканей и металлов, отражающий быт и материальную культуру народа. Работы мастеров резьбы по дереву особо привлекали внимание посетителей, так как этот вид творчества считается возрожденным в Республике Ингушетия. Для всех желающих здесь же ингушскими художниками были организованы мастер-классы по живописи на шелковой ткани по технике батик. Желающих посмотреть было достаточно много, но несколько человек, 2 девочки и мальчик, немножко попробовали себя в этой технике. Я думаю, им это будет интересно, потому что именно эта техника, она хороша тем, что можно расписывать одежду. И, естественно, одежда, которая расписана собственными руками, она будет уникальна и интересна. Торжественным завершением Дней культуры Республики Ингушетия в Абхазии будет выступление популярных ингушских артистов и государственного ансамбля народного танца Ингушетия в Сухуми и 6 сентября во Дворце культуры в Ачамчире. Саид Жарсали, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.
Выставка, посвященная развитию туризма и градостроительства Абхазии, открылась в Доме детского творчества «Айнар» в Сухуме. В основу экспозиции вошли сканированные образы туристических маршрутов, фотографий, чертежей, карт 20 века, хранившиеся в государственных архивах России. Выставка организована при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Алика Трапш ознакомилась с экспонатами выставки. Посетителям выставки предоставляется уникальная возможность погрузиться во времена советской Абхазии и увидеть архивные материалы, на которых запечатлены знаменитые туристические места республики от Гагарского района до Гулрипшского и тексты туристических маршрутов. Все они изображены на 14 стендах. Кроме того, здесь можно увидеть чертежи, планы, карты туристических городов Абхазии и объектов природного и культурного наследия, относящихся к 20 веку. К примеру, план города Сухум, составленный ротмистром Родичем и относящийся к 1907 году, а также генеральный план квартала, где расположено здание Абхазского драматического театра. Все эти уникальные архивные документы были найдены в России, в Государственном архиве, в архивах кинофотодокументов, литературы и искусства, а также в Российской академии наук. Автором выставки является Милана Бжани, студентка первого курса магистратуры Российского государственного гуманитарного университета, историко-архивного института. Чуть больше года она со своей сокурсницей Анастасией Князевой занималась сбором архивных материалов. Так у них возникла идея провести выставку, посвященную развитию туризма и градостроительству Абхазии. Мы начали заниматься этой работой, выявлять эти материалы в федеральных архивах, ведомственных архивах Российской Федерации, так как мы понимали значимость и что возвращение документального наследия в Абхазии имеет огромное значение. Чтобы выставка была более интересной, организаторы решили под каждой фотографией того или иного объекта сделать небольшое описание к нему. Также здесь представлены некоторые экскурсионные тексты по здравницам советских времен. Помимо этого есть отдельный стенд под названием «С добрыми воспоминаниями об Абхазии». На нем можно увидеть фотографии и воспоминания знаменитых людей, посетивших Абхазию. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия республики оказало поддержку в проведении данной выставки. Это работа, которую Министерство культуры решило поддержать в рамках программы по инвентаризации объектов культурного наследия по статье источников. Для нас важно было получить письменные источники, связанные с градостроительством в городе Сухум или по Абхазии, с туристическими маршрутами, потому что они всегда были привязаны к объектам наследия. Вот эта работа есть. Надеюсь, у нас получится издать отдельным изданием те источники, которые она получила. Начальник архивного управления Абхазии Роман Гвинджи рассказал посетителям выставки о тяжелой участи Госархива Абхазии во время Отечественной войны. Он отметил, что представленные на выставке материалы, несомненно, являются очень ценными и значимыми в процессе пополнения фонда Государственного архива. Выставка, посвященная развитию туризма и градостроительства Абхазии, продлится еще 2 дня. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра ночью в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем жаркая погода, поздним вечером возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 28-33 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.